Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Жесткая посадка вертолета недалеко от Среднеколымска. Пилот и пассажиры найдены. Треск и грохот рано утром разбудил жильцов дома. У деревянной двухэтажки в Якутске рухнула крыша. Какие меры приняты? Пробежка на свежем воздухе вместе с четвероногим другом. Благотворительный забег провели в Москве. Нетрезвый водитель в Сунтарском районе опрокинул автомобиль. По данным управления ГИБДД, на федеральной дороге Вилюй водитель Toyota Ист 79-го года рождения не справился с управлением и вылетел с проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме него в салоне находился 46-летний пассажир. Мужчина получил сотрясение мозга и был доставлен в Сунтарскую районную больницу. Проведенный анализ выявил у пассажира алкогольное опьянение. С его слов, по пути следования вместе с водителем они в селе Харо распили одну бутылку водки. За минувшие сутки только в Якутске в ходе массовых проверок были задержаны 17 водителей в состоянии опьянения. Полярные авиалинии обнаружили пассажиров и пилота вертолета, совершившего жесткую посадку. Напомню, сегодня утром в Центр управления полетами авиакомпании поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километров от Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежащий частному лицу. Для поиска и эвакуации пассажиров и пилота было задействовано воздушное судно Ми-8 полярных авиалиний. Экипаж в составе 4 человек, а также 3 спасателей и сотрудник полиции вылетели на поиск из аэропорта Среднеколымска. Примерно в 60 километрах в лесном массиве были обнаружены 7 человек. Это 6 пассажиров и пилот Ми-2. Потерпевших эвакуировали, среди них пострадавших нет. Наш вертолет вернулся, подобрали 7 человек. Это 6 пассажиров и 1 пилот. Все живы-здоровы. Также сегодня утром в службу спасения Якутии поступило сообщение о том, что в двухэтажном деревянном доме на улице Кальвица в Якутске обрушился потолок. Выяснилось, что потолок рухнул в одной квартире на 2-м этаже. По сообщению спасателей, благодаря тому, что в момент обрушения в коридоре квартиры никого не было, обошлось без пострадавших. Со слов хозяев квартиры, сначала ранним утром был слышен треск, а затем потолок рухнул. В 6 утра начались эти трески, потом началось все сыпаться, потом уже спустя где-то вот 2,5-2,5 часа вот это все вот просто резко обрушилось. Я проснулась, встала, посмотрела, там уже была такая маленькая щель. И я смотрю и думаю, вот сейчас она упадет. И уже видела, что потолок уже обваливался, и он упал. Следствие проверяет факт загрязнения воды Тихого океана вблизи Халактырского пляжа на Камчатке. На появившихся кадрах в соцсетях запечатлены выброшенные тела тысяч мертвых морских животных, которыми усеяна прибрежная полоса. Кроме того, местные жители и серферы сообщили об изменении цвета воды и появлении у них после купания в океане подозрительных симптомов. Также тела выброшенных на берег животных были обнаружены в Большой, Малой, Лагерных бухтах и в бухте Бабья. После взятия проб воды специалистами было зафиксировано превышение уровня загрязнения нефтепродуктами и фенолом, что, по мнению экспертов, указывает на состав, близкий к техническому маслу. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал распоряжение принять все необходимые меры в расследовании инцидента и наказать виновных. Мы внимательнейшим образом продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезную озабоченность, опасения. Пока единственное, что мы можем сказать, что загрязняющие вещества в воде есть, финальная проба еще не готова. По моему поручению рабочая группа из всех контролирующих структур, включая федеральные органы власти, создана. Сейчас анализируется масштаб явления и причины для их устранения и принятия блокирующих мероприятий. К другим темам. Новые технологии нотариата позволят дистанционно оформлять квартиры. В конце года вступает в силу закон, разрешающий проводить дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это позволит переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе. Например, покупателю из Якутска и продавцу из Москвы будет не обязательно лично встречаться друг с другом. Особенно удобным новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась или жилье в другом регионе досталось в наследство.
района. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место или оформлять доверенность на кого-то из местных. Таким образом, совершить сделку станет проще. Более 200 любителей бега со своими четвероногими питомцами приняли участие в благотворительном кроссе «Быстрый пес» в Москве. Дистанцию по пересеченной местности участники должны были преодолеть вместе со своими питомцами. При этом собака, будь то йорк или ирландский волкодав, должна была бежать вместе с хозяином. Победители получили грамоты и призы, а все собранные средства будут направлены на благотворительность. Фонд «Подарок судьбы», в поддержку которого проводится забег, помогает животным из приютов вне зависимости от их породы и других особенностей. Что касается участников, у нас собаки разных пород. Нету того, что мы делаем какую-то классификацию по породе и так далее. Здесь самое главное – это желание хозяина и его питомца принять участие. Круг не очень большой, это 2 километра. Пробежать его может каждый. Кто-то бежит на скорость, кто-то просто принимает участие по фану. И мы рады каждому, кто приходит сюда. Да, с каждым годом количество людей, которые приходят сюда с собаками, увеличивается. В этом году мы достигли хорошей цифры – 220 участников. Начинали примерно со 100. Всего 5 месяцев столько понадобилось программистам культурно-спортивного комплекса «Алроса», чтобы с нуля разработать и запустить собственное приложение для мобильных телефонов. С 18 сентября оно доступно в Play Market. Подробности у наших коллег. Записаться на посещение тренажерного зала, бассейна или забронировать места в кинотеатр. Все это можно теперь сделать, не выходя из дома или рабочего кабинета в приложении культурно-спортивного комплекса. В 21 веке без приложений в телефоне, да и без самого гаджета трудно представить жизнь современного человека. Установив на свой смартфон некоторые мобильные приложения, можно развлечь себя, а другие удобны и помогут сэкономить время. К последним теперь относится и приложение культурно-спортивного комплекса «Единая карта клиента КСК». Мы сейчас наблюдаем, сколько скачиваний произошло. Я сама являюсь активным пользователем этой системы. Вот сейчас записалась на тренировку, пользуясь этим мобильным приложением. Хочу сказать, что у нас сейчас очень активно идет процесс доработки. Мы ждем от своих клиентов, да, тех, кто уже смог загрузить эту программу, какого-то отзыва. Чтобы пользоваться приложением КСК, достаточно установить его. Там же выбираете услугу, дату, время и остается подойти в положенное время на тренировку или на сеанс в кинотеатр. Пока приложение дорабатывается, исходить на кассу и оплатить занятия все же придется. Но буквально через месяц в приложении будет доступна онлайн-оплата всех услуг культурно-спортивного комплекса. Приложением пользуюсь с первых дней его представления широким массам. Приложение мне очень нравится, особенно тем, что я работаю допоздна и не всегда успеваю записаться на тренировку вовремя. Теперь это достаточно удобно, не выходя из своего кабинета. За одну неделю приложение скачали около 400 пользователей операционной системы Android. Для обладателей яблочных смартфонов приложение КСК пока недоступно. Это связано с некоторыми специфическими особенностями именно данной площадки. Запуск мы планируем примерно через 1 месяц, когда пройдут все проверки, необходимые со стороны администрации App Store. Пока приложение культурно-спортивного комплекса работает в тестовом режиме. Разработчики открыты к сотрудничеству и новым идеям. Свои предложения можно оставлять в ящиках для сбора предложений на объектах КСК или используя любые каналы коммуникации. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». В онлайн-кинотеатре «Ока» впервые появилась коллекция якутского кино. В него вошли 20 фильмов, снятых якутскими режиссерами. Это стало возможным благодаря сотрудничеству компании «Саха-фильм» с крупнейшим мультимедийным сервисом «Ока». Подробности далее. Наравне с голливудскими блокбастерами якутские кинокомпании получат выход на 60-миллионную аудиторию российского сервиса «Ока». Это стало возможным благодаря феномену якутского кино, который привлекает не только внимание кинокритиков, но и крупнейший российский онлайн-бизнес. И, безусловно, якутское кино – это феномен,
который гремит на всю страну у нас, и обойти без внимания мы абсолютно не могли. И, конечно, при помощи наших друзей из Саха-Фильм, которые помогли нам собрать эту коллекцию, они обладают, безусловно, гораздо большей экспертизой в предмете и, собственно, непосредственно в якутском кино. Мы, в общем, мы собрали и запустили эту коллекцию, и очень, на самом деле, гордимся, потому что мы первые, кто вот так вот централизованно собрал это все под одной обложкой, скажем так. Менеджер Валентина Николаева перешла в команду ОККО этим летом. Валентина проработала 10 лет в компании Walt Disney СНГ, но давняя мечта участвовать в продвижении якутского кино получила реальные очертания только в ОККО. Валентина будет курировать пополнение якутской коллекции новыми кинокартинами. Первым региональным партнером ОККО стала кинокомпания «Саха-Фильм». Мы лично знакомы с Димой Шадриным и Алексеем Егоровым. Они к нам приезжали, мы неоднократно встречались. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться в таком же плодотворном русле. Все якутские фильмы в нашем каталоге представлены на якутском языке с русскими субтитрами. ОККО продолжает пристально следить за новинками якутского кинематографа. Переговоры о заключении лицензионного договора с триумфатором кинотавра, драмы «Пугало» и эпического фильма «Тагандархан» будут начаты в самое ближайшее время. Невероятный ажиотаж по поводу «Пугала». Это практически как ажиотаж сродни с голливудскими блокбастерами и новинками. Все стоят в очереди, мы в том числе мы обсуждаем, конечно же. По второй картине тоже сейчас идут переговоры. Это сейчас, так как мы сделали такое громкое заявление, собрав коллекцию, да, и, естественно, так как мы в ОККО часто задаем тренды, мы сделали первый онлайн-концерт, все начали делать онлайн-концерты, мы стали показывать в 4К, сейчас 8К, все стали показывать 8К качество и так далее. Поэтому, задав этот тон, в общем, и создали эффект этой самой очереди, который мы сейчас, и, в общем, в который мы тоже встали на общих началах и обсуждаем. Получится ли выиграть в этой гонке, не знаю, но мы постараемся. Туяра Константинова, Джор Березкин, Москва. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.